Здравствуйте, многоуважаемые читатели! Что сегодня читает молодежь? И читает ли она вообще? За какими книгами приходит в библиотеку? Тут нужно сразу отметить главное. Взрослые люди выбирают книги на основе личных предпочтений. Молодежь же каждый раз седлает волну популярности и читает то, что на слуху. А это книги про первую любовь, дружбу, отношения с родителями, поиск себя, школу, достижения. Для них это отличный шанс познакомиться с мировой литературой во всем ее многообразии. Неудивительно, что для молодых написаны тысячи книг, которые заставляют думать, искать ответы, принимать верные решения и находить правильные моральные ориентиры в самых сложных ситуациях. А мы предлагаем вам самые популярные из них, которые читает современная молодежь. Селлинджер и его бестселлер «Над пропастью во ржи» уже давно входит в рейтинг качественных книг для подростков и молодежи. Само произведение повествует о дневнике подростка, который не хочет становиться частью будничного мира, быть как все. Многим будет интересно узнать о жизни парнишки, о школе, об отношениях, о его видении себя в будущем. Язык повествования очень простой, сюжет стремительный и быстро захватывает. И если в начале чтения книга не всем нравится, то потом ее переосмысливают. Самое лучшее время к чтению этой книги – это 14-16 лет. Тогда внутренний мир героя будет созвучен читателю. Такие книги помогают подростку понять себя. История о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг «Гарри Поттер» – это потрясающая вселенная, которая, словно черная дыра, засасывает в себя поклонников жанра без остатка. От ее книг без ума и взрослые, и дети. Многие их перечитывают неоднократно и считают по праву своими любимыми. История состоит из нескольких частей, каждая из которых ничуть не уступает предыдущим. В «Гарри Поттере» бездна магии, невероятные приключения, живые герои и сюжет, заставляющий переживать. Если вы неравнодушны к фантастическим и фантазийным жанрам, то вряд ли это произведение оставит вас равнодушными. Что приятно, там нет ни грамма пошлости и перевернутых моральных ценностей. «Гарри Поттер» можно увлеченно читать в транспорте, дома, ночью перед сном. Сюжет проглатывается на одном дыхании. Энсом Рикс. Дом странных детей. Эта мистическая книга была опубликована несколько лет назад, но вновь стала популярна из-за недавней экранизации. В книге вместо сказок на ночь дедушка рассказывал Джейкобу о приюте для необычных детей. Они умеют ходить по раскаленным углям, общаться без слов и быть невидимыми. В доказательство дедушка показывает фотографии. И мечтательному мальчику, конечно, этого мало. Поэтому он вырастает и отправляется на тот самый остров, чтобы разгадать истинное предназначение странных детей. Помимо откровенно мистического сюжета, эта книга полна неприкрытых призывов к семейственности, любви и пониманию. Для подростков и молодежи будет интересна книга Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб». Повествование рассказывает про уличного музыканта и бездомного кота, про два одиночества, которые сошлись вместе и что из этого получилось. Ведь порой кажется, что жизнь не имеет смысла, скучна, тоскливо, но когда появляется любимец, то и жизнь начинает играть новыми гранями. Сюжет повествует о дружбе и о том, как она влияет на человека. И он основан на реальных событиях, поэтому читать становится все интереснее, когда знаешь, что все это не выдумки автора, а правдивая история. Один из самых обсуждаемых среди подростков романов, как и снятый сериал по мотивам книги, это Джейн Эшер «13 причин почему». История заставляет задаваться, наверное, сложными вопросами, какое влияние каждый из нас оказывает на жизнь других людей и как из наших слов и действий зависит их судьбы. Однажды Клей Дженсен находит на крыльце своего дома странную посылку. Внутри несколько аудиокассет, которые станут роковыми в судьбе юноши. 13 человек, 13 причин, 13 историй, рассказанных Ханной Бейкер, девушкой, которой уже нет в живых. В аудиозаписях Ханна объясняет приятелям, какую роль в ее смерти сыграл каждый из них.
приводя 13 причин, по которым она совершила это самоубийство. Последней в нашем обзоре будет книга, одна, наверное, из самых важных книг для подростков, это «Повелитель мух» от Уильяма Голдинга. Сюжет крутится возле задумки про самолет, который потерпел крушение на необитаемом острове. В самолете были дети, и они оказались в роли Робинзонов Крузо, да только повели себя иначе. Произведение получилось очень захватывающим, вызывающим эмоции и моментами леденящим кровь. Это своего рода антиутопия. Ее цель – исследовать человеческую душу, показать монстров, которые скрываются в ее недрах. «Повелитель мух» – это совершенно неразвлекательное произведение, и сюжет может показаться несколько тяжелым, выматывающим, но он запоминается, и из него делаются полезные выводы.